книгах заключено особое очарование. Книги вызывают в нас наслаждение. Они разговаривают с нами, дают нам добрый совет. Они становятся живыми друзьями для нас. Франческо Петрарка. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. В сегодняшней программе речь пойдет об итогах уходящего года литературы. В конце концов, как сказал Александр Иванович Герцен, где слово не погибло, там и дело еще не погибло. Так какими же делами ознаменовался год литературы? Как писал Эрнест Хемингуэй, все хорошие книги сходны в одном. Когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется. Что останется с нами в следующем году от уходящего, литературного? Проза низких истин? Поэзия возвышающего обмана? Вообще год литературы, он дал нам возможность взглянуть с разных позиций на вопросы, которые возникают в этой отрасли. И за один год их, конечно, решить невозможно. Мы очень благодарны правительству за поддержку и выделение отдельного финансирования по проведению мероприятий Года литературы. Но этого тоже недостаточно, и мы будем работать над тем, чтобы закладывать, скажем, постоянно действующие мероприятия в государственные программы, в том числе, которые, скажем, не были учтены или не были учтены в должном объеме. Владислав Валерьевич, а какие проблемы обозначил этот год литературы? Поскольку у нас национальный субъект, и у нас много народов проживает, есть государственные, официальные языки, и проблемы перевода, они очень актуальны для всех жителей Якутии. И перевод как, скажем, российской классики на, скажем, местные языки, мировой классики на местные языки, это то, что совершенно выпало в какой-то момент из, скажем, работы издательств, и мы должны усиливать внимание этому вопросу. Исходя из запросов читателей, ежегодно в Якутии можно издавать до 50 наименований переводов с якутского языка и языков народов Севера на русский и наоборот. Для этого требуется финансирование порядка 20 миллионов рублей. Пока данное мероприятие не предусмотрено в государственных программах. Однако здорово, что уже увидели свет замечательные издания переводов «Витязя в тигровой шкуре», «Гамлета», «Короля Лира», кыргызского героического эпоса «Манас». Эти книги пользуются спросом, но помимо переводов мировой литературной классики, 15-й год обозначил и другие проблемы. И в первую очередь это вопрос подготовки критиков и, собственно, литературной критики как формы, скажем, пропаганды литературы, пропаганды чтения, как форма обсуждения тех или иных произведений и, скажем, воспитания авторов. Да? Это тоже такой вопрос, который требует целенаправленных, таких долгих каких-то мероприятий. И мы тоже в этом году определили, в этом году было проведено у нас в республике несколько литературных конкурсов для критиков. Третья проблема, которая тоже сейчас обозначилась, и очень серьезная проблема, это, собственно, доставка книг в библиотеке, поскольку даже если книги будут напечатаны, если они будут напечатаны в хорошем качестве нашим национальным издательством «Бичик», то вопрос их доставки, он будет очень актуален. Библиотеки сейчас находятся на поселенческом уровне управления, и они должны обеспечивать доставку сами. Естественно, маленькие сельские библиотеки, они не имеют необходимого финансирования, чтобы привести эти книги и чтобы они дошли до читателей. А вообще, много ли сейчас читают жители республики? И что читают? Самое время заглянуть в библиотеки. Всегда вызывает интерес у читателей художественная литература. Это детективы, классика, фантастика, а также большой интерес вызывает краеведение и чтение периодических изданий. Активными читателями библиотек являются пенсионеры, дети, служащие, люди с ограниченными возможностями и приезжие в наш район работники горнодобывающих предприятий. Работники библиотеки в этом году провели год литературы в России
и была проделана очень большая работа в этом направлении. И были интересные встречи, проекты, конкурсы, брейн-ринги среди предприятий района. И библиотека в очередной раз доказала, что она является центром информации и духовного общения населения не только в городе Нюрба и в своих сельских поселениях. Поздравляем всех жителей республики с этим закрытием Года литературы. Желаем, чтобы все двери библиотеки были открыты для наших читателей. Что касается ленских читателей, они читали и будут читать. Некоторые говорят, что чтение сейчас отходит на второй план, но очень много людей, которые привязаны к чтению всю свою жизнь. В этом году мы заметили, что очень большое количество наших читателей Центральной районной библиотеки, в частности, обращаются к классике, стали перечитывать то, что читали когда-то по школьной программе, то, что было прочитано в молодости. Велик интерес к советской литературе о романах о стройках, об освоении целинных земель. Большое внимание в этом году мы старались уделять, и наши читатели также обращались к литературе о Великой Отечественной войне. Это и мемуары, и художественные произведения. В этом году мы обращали внимание наших читателей к произведениям, к творчеству писателей-юбиляров. Антон Чехов, Сергей Есенин, Борис Пастернак, Вероника Тушнова. Не верьте тем, кто говорит, что юношество сейчас не читает. Мы заметили, что в последние несколько лет подростки, юношество стали очень активными читателями. У них интерес прежде всего к новинкам зарубежным, отечественным. Все-таки вы работаете в библиотеке, вы, наверное, можете оценить читающую публику. Больше она стала обращаться в этом году по сравнению с предыдущим к книгам или меньше, или так же? Мы провели опрос населения в 10 улусах и в городе Якутске. И что же получилось? Ну, прямой вопрос: любите ли вы читать? Утвердительно, то есть да, ответили 80 с лишним % опрошенных. Ну, на другой вопрос: а чем вы занимаетесь в свободное время? В свободное время люди занимают, ну, чтение, оно не первую позицию далеко занимает. И оказалось, что, например, художественную литературу 40%, примерно столько же периодику читает, ну, то есть газеты в основном, ну и журналы тоже. То есть вот реально получается, вроде бы люди как бы любят читать, с другой стороны реально, ну действительно, и как показывают и российские исследования, наши вроде бы и не так много. То есть вот результаты какие-то получились очень противоречивые. И вот Год литературы, мы надеемся, все-таки повлияет, но ожидать вот таких скорых, быстрых результатов это неправильно будет. Это работа не одного года, это десятилетий даже, наверное, скорее всего. Ольга Ильинична, какие-то события этого уходящего года, Года литературы, может быть, запомнились вам наиболее ярко? Из того, что запомнилось, самые яркие мероприятия этого года, это вот, во-первых, был принят, утвержден список 100 произведений писателей Якутии, которые рекомендуются для чтения. Этот список составлен Национальной библиотекой, но не только, а целой комиссией принимал участие и писатели, и ученые, и педагоги. И, наконец-то, он утвержден. Но для чего? Для того, чтобы рекомендовать лучшее из произведений писателей Якутии. И действительно интерес есть, и читатели спрашивают. Один из важных проектов этого года – это участие наше в проекте Российской национальной библиотеки по продвижению литературы регионов. И выезжал председатель Союза писателей Якутии Наталья Ивановна Харлампиева, директор нашей библиотеки Валентина Андреевна Самсонова в Санкт-Петербург. И там в рамках книжного форума они организовали вечер якутской литературы. Тоже достаточно удачно по отзывам он прошел. И мы надеемся, что и санкт-петербургский читатель узнал что-то новое. Ну и самое важное событие этого года – то, что мы, во-первых, вошли в список
100 лучших библиотек, и вот стали дипломантами конкурса 100 лучших библиотек России. Ну и вот буквально недавно мы получили известие, что мы стали номинантами конкурса «Читающий регион». Мы вошли в первую десятку. Мы считаем, что это благодаря нашей довольно большой работе, ну и главное, наверное, что у нас все-таки есть внимание все-таки и властей. Как правило, культура наряду со здравоохранением и образованием страдают больше всего при принятии бюджета на будущий год. Как в этом году при принятии бюджета на 2016 год? У нас на республиканском уровне действительно вот следующий год он будет, скажем так, значительно финансово подкреплен в лучшей степени, чем прошлые годы. Мы считаем, что действительно меняется отношение к отрасли. Когда объявлялся год культуры, многие наши работники ждали и думали о том, что, возможно, будет объявлен национальный проект культура, да, поскольку у нас есть 4 национальных проекта, которые работают в других областях, но именно в нашей отрасли этого нет. Конечно, вот объявление года культуры, года литературы, оно совпало с общей финансовой кризисной ситуацией, поэтому мы, конечно, не в той уже мере ждали какого-то улучшения, изменения отношения, да, к вопросам отрасли, но оно происходит. Изменение отношения к культуре и литературе в частности происходит через осознание их общественной значимости. И я, например, считаю, что мнение о том, что страна вообще перестала читать, сильно преувеличено. И все же, конечно, у нас стало меньше свободного времени. Мы больше работаем в кризисное время. И мы стали слишком визуализированы, наше чтение стимулирует экранизации. Мы привыкли к духовному фастфуду, и с воображением у многих напряженно. Мы стали жить в клиповой манере, легче воспринимаем короткую информацию, а длинные тексты нас пугают. Наше свободное время отнимают компьютерные игры, а литературе в школе уделяется все меньше внимания и часов. И все же, простите, дорогие зрители, что сейчас резюмирую программу, может быть, излишне резко, но поверьте, это о наболевшем. И касается, естественно, страны в целом, даже в значительной степени ее центральной части. Стыдно знать родной язык в пределах пивной этикетки. А то, что написано на злобу дня, умирает вместе со злободневностью. Это Вольтер. В любом случае, время проходит, но сказанное слово остается. Лев Николаевич Толстой. Прошло и время, отведенное нам для нашего выпуска. Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго, до свидания, читайте больше.